Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. Сегодня медики на передовой, врачи делают все возможное в борьбе с коварным вирусом. Успешная борьба с пандемией в первую очередь зависит от четкой организации работы медиков. Как совершенствуют свою работу медицинские организации, мы узнаем у гостя студии Михаила Югай, доцента Высшей школы экономики. Михаил, здравствуйте! Кристина, здравствуйте! Какие новые требования диктует борьба с пандемией в работе медицинской организации? Кристина, новые требования очень обширные, и в первую очередь они связаны с тем, что на медицинской организации пришлась нагрузка, которая кратно превышала ту нагрузку, которая была до пандемии. Это была уравновешенная система, которая работала десятилетиями, и вдруг, представляете, появилось большое количество людей с непонятными совершенно симптомами, с непонятными способами лечения, с непонятными исходами, с непонятными путями передачи. И нужно было в этом во всем разбираться, причем разбираться быстро, потому что болезнь, в общем-то, довольно опасная была, с довольно высокой летальностью. И медицинским организациям нужно было перестраиваться, с одной стороны, справляться с повышенной нагрузкой, с другой стороны, быстро учиться предотвращать и лечить новые заболевания. И, в общем, это привело к тому, что во многом произошла перестройка и внутренних процессов, и систем управления. И самое главное, что еще нагрузка пришлась на врачей и, в общем, инфекционные тоже. Им нужно было научиться защищаться, им нужно было работать в условиях высокого риска степени, которые они даже не понимали. Поэтому, в общем, это такой вот стресс-тест, это огромный стресс-тест для системы. А от кого зависит в первую очередь успех внедрения новых технологий в работе медицинских учреждений? В первую очередь зависит от лидеров медицинских организаций, потому что так устроено общество, что в любой системе, в любом субобществе есть лидер, на которого все ориентируются. И эти лидеры, они должны были становиться не просто администраторами, они должны были становиться в какой-то степени идеологами, в какой-то степени носителями культуры, вождями. И они должны были распространить свое влияние на все круги, в общем-то, своего коллектива, потому что, в общем, люди пребывали, в том числе и врачи, они пребывали в некой растерянности. Поэтому нужно было организовать такое прямо направленное движение, и это абсолютно, это не руководитель, это настоящий лидер с большой буквы. А какие стандарты сегодня внедряются в работе медицинских учреждений? Это вопрос немножко вне пандемии находится, потому что внедрение стандартов идет в здравоохранении всего мира уже несколько десятилетий. Связано это с тем, что появились и бурно стали развиваться новые технологии, стали развиваться новые методики лечения, появилось много новых приборов и препаратов, которых не было. Их стало так много, что необходимо стало их структурировать каким-то образом. И вторая история, что больницы превратились в очень сложные технологические такие единицы. И для того, чтобы как-то упорядочить все изобилие информационно-технических средств, стали внедряться стандарты. Они самые разные, они называются специальными терминами, я даже не буду их называть, но смысл в том, что они направлены на два направления существуют. Первое, я сказал, что больница — это очень сложная технологическая структура, поэтому состоящая из многих отделений, из многих работающих людей. К примеру, Национальный центр медицины — это 3000 работающих людей. И первая группа стандартов, она направлена на обеспечение слаженной работы людей и подразделений таким образом, чтобы они образовывали единую логическую цепочку в интересах лечения пациента. И вторая группа стандартов, она направлена на обеспечение безопасности и пациентов, и медицинского персонала. Собственно говоря, сейчас существует большое количество разных стандартов в мире. Есть международные стандарты, которые по всем странам распространены, есть стандарты национальные. В России созданы стандарты национальные, они построены на основе международных стандартов, но адаптированы под российские наши реалии, под российские особенности. Они разработаны Национальным институтом качества, и в Якутии в настоящее время идет внедрение этих стандартов в Национальном центре медицины. В 2022 году
центр будет аккредитован по этим стандартам. И это будет первое учреждение в Якутии, которое будет соответствовать стандартам безопасности и качества. А насколько важны стажировки и обмен опытом для медиков? Они не важны. Вот. Сегодня стажировки и обмен опытом — это, как на латыни по медицинской, кондитио sine qua non. Это то, без чего невозможно сейчас, потому что мир сейчас превратился в мир медицины. Он превратился в одну большую страну, вот, без границ, где должна очень быстро распространяться информация. Вот, пандемия это показала, что когда у нас возникли уже случаи заболеваний в одних странах и какие-то появились методы там, лечения, понимания, что это за инфекция, да, а другие страны еще к этому не пришли, они не столкнулись с этим. Было очень важно организовать быстрый обмен информацией. Вот, ну, понятно было, видно, как эпидемия распространяется по миру, и важно очень было подготовиться в странах, куда она еще не пришла, к ее появлению. Поэтому в этом смысле очень быстро сформировались связи между странами, в которых это было и в которых не было. Вот, возник обмен опытом, и он показал, что, в общем-то, конечно, если бы его не было, то ущерб от вот этого эпидемии был бы гораздо больше. Невозможно сегодня без обмена опытом в медицине. А каковы сегодня требования к качеству медицинских услуг? Кристина, это очень глубокий вопрос. Этот вопрос даже глубже, чем мы себе представляем, потому что в нем заложено противоречие уже. Вот, в термине качество медицинских услуг, именно в слове «услуга». Я думаю, что первые требования, чтобы медицинская услуга перестала быть услугой. Потому что как только мы говорим про услугу, мы говорим сразу уравниваем ее с чем-то бытовым, с химчисткой, с прачечной, там, с починкой, не знаю, с пришиванием пуговицы. Но мне гораздо ближе определение медицинской помощи. Да? Я понимаю, откуда появилось слово «услуга». Оно появилось из английского. Я говорю, мир стал сейчас медицина стала одним большим миром. Это произошло от английского medical services, там, да, медицинский сервис, прямой перевод «услуга». Но сервис еще и переводится как «служение». Вот я думаю, что в медицинском аспекте это должно быть не услуга, а служение. Да? Потому что, ну, когда, допустим, мы попадаем в какую-то экстремальную ситуацию, нас спасают спасатели. Там, нас в голову не придет назвать это услугой. И здесь заложено противоречие. Люди начинают воспринимать медиков как людей, которые оказывают услуги, а на самом деле они их спасают. Вот. А требование качества одно очень простое. Человеку должно стать легче после заболевания и лечения в условиях больницы или там, поликлиники. Просто должно быть легче. Не все мы можем вылечить, далеко не все. То есть большее количество заболеваний вообще мы не можем вылечить. Вот. И требование такое, чтобы человеку стало легче. Если ему стало легче, значит медицинская помощь состоялась. А говоря о стандартах, вот, могут ли стандарты быть с региональным характером? Стандарты должны быть с региональным характером, вот, потому что если я сравниваю центр России, к примеру, там, да, вот, с Якутией, то Якутия живет в совершенно других условиях, она живет в других климатических условиях, она живет в других совершенно пространственных условиях. Доступ к медицинской помощи невозможен, тот, который, допустим, обеспечивает центральная Россия с высокой плотностью населения. Поэтому я уверен, что Якутия должна выстраивать, конечно, свою вот, специфическую систему, и лучше, чем люди, которые живут в Якутии, никто не знает, как правильно. Вот. В этом смысле я думаю, что у нас сейчас есть такая история, когда федеральный центр, в общем, больше диктует территориям, как правильно настраивать здравоохранение. Я думаю, ситуация должна быть немножко перевернуться, она, по крайней мере, должна уравновеситься. Никто, кроме Якутии, не знает, какая медицинская помощь ей нужна. А вот все-таки какие медицинские организации у нас вот в республике близки к стандартам? Близки к стандартам те организации, которые занимаются стандартизацией. Вот. Сегодня, да, конечно, флагман якутского здравоохранения — это Национальный центр медицины. Вот. Он первый начал эту программу подготовки к аккредитации по национальным стандартам. Следующий план, после того, как в 2022 году аккредитация будет получена, есть план перехода на международный стандарт, он называется GCI. Вот это стандарт, который считается золотым стандартом в медицине, по которому аккредитованы лучшие клиники мира. Вот дальше в плане руководства клиники аккредитоваться по этим стандартам, и после этого мы можем говорить о том, что Национальный центр медицины будет работать наравне с лучшими клиниками мира.
Мгм. А многие пациенты жалуются на бюрократизм врачей. Вот как можно это преодолеть? Вы знаете, здесь тоже немножко такой глубокий философский вопрос. В медицине бюрократия была всегда, потому что медицина, она по определению консервативная. Вот, она должна быть консервативной, потому что очень велика цена ошибки. Вот, и это можно называть бюрократией, вот, а с другой стороны, это можно называть какой-то структурированием работы, да, вот, и четким очень, четкой регламентацией того, что происходит с пациентом в клинике, потому что вот то, чего пациенты не видят, вот, но они должны это, по крайней мере, понимать, что мы начали с этого разговор, что нагрузка на систему резко выросла, а вот у системы нет бесконечного потенциала, там, да, вот, помощи в возрастающих объемах, поэтому она должна, вот как один из элементов увеличения там, производительности системы, она должна четко быть структурированной внутри. Вот, понимаете, поэтому, может быть, на коротком отрезке это кажется бюрократией, а на длинном отрезке это просто упорядочение и такой вот рационализация процессов, вот, для того, чтобы пациент пришел к тому результату, который он ищет. А ищет он облегчение своего состояния и уменьшение или полное исчезновение его боли и страданий. Михаил, спасибо за беседу. А я напомню, о новых инструментах управления в медицинской организации мы поговорили с Михаилом Югай, доцентом Высшей школы экономики.